Демократия подъезда. Через формат ТСЖ собственники квартир управляют своим домом, то есть решают вопросы его содержания и благоустройства, в том числе и двора. У товарищества собственников жилья есть много плюсов, однако мало кто о них знает. Видимо, этим и объясняется низкая заинтересованность граждан и востребованность товарищества в регионе. Необходимость ТСЖ в том, что кто-то должен следить за чистотой двора, за тем, чтобы все работало, чтобы если возникает какая-то проблема у жильцов, чтобы они могли к кому-то обратиться. Как правило, в городе сразу начинают звонить в мэрию. И это несмотря на то, что такими вопросами в идеале должна заниматься либо управляющая компания, или же товарищество собственников жилья. Многие жильцы не осознают это и не понимают, что при наличии ТСЖ больше не придется беспокоиться за чистоту, порядок и другие выматывающие проблемы. Обустройство территории, уборка территории, где-то что-то перегорело, где-то что-то порвало, вызвать сантехника, электрика, или решить более какие-то другие проблемы. Жильцы таким образом смогут контролировать состояние квартиры, дома и двора в целом. Многие из-за недостатка информации начинают думать, что навалится слишком много общественных забот. Еще одна сторона медали – ежемесячные взносы, причем тарифы небольшие и устанавливаются самими собственниками. Допустим, по городу у нас стоит тариф сейчас 9,60 за в домах, в которых есть лифты, и 7,60 в домах, в которых нет лифта. В ТСЖ жильцы могут сами поставить свои тарифы, то есть учесть какие-то моменты жильцов, допустим, есть малоимущие. Причем затраты можно свести к минимуму, как, например, это сделали в ТСЖ «Университет». Жильцы могут организоваться так, что не надо платить за аренду помещения. Так как всегда во дворе есть активные жильцы, кто-то может взять на себя функцию бухгалтера, кто-то может взять на себя функцию председателя, допустим, кто-то может взять на себя юриста, допустим, И вот в нашем ТСЖ не оплачивается ни председатель, ни бухгалтер, ни юрист. То есть мы оплачиваем непосредственно за физическую работу. То есть тот труд, который должен быть оплачен, уборка, сантехника, электрик. Собственники квартир на общем собрании самостоятельно решают, какие виды услуг они хотят получать. Причем у ТСЖ бывает свой накопительный счет. Это значит, что жильцы сами могут определять виды работ и сроки их проведения, независимо от фонда капитального ремонта Ингушетии. И мы сами можем определять, в какое время нам делать крышу, в какое время нам менять водопровод, канализацию, или все остальное. Поэтому лучше не сомневаться и как можно скорее создать свое ТСЖ. Такое товарищество поможет решить любые возникающие вопросы качественно и в срок. Преимуществ действительно много. Как минимум, ваш двор будет всегда ухожен и в чистоте, заверяют те, кто уже опробовал эту систему. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.